с мамой и папой. Мама и папа. Ралина Абрамова, Лилия Миндубаева, ТНВ, Казань. Постичь загадочную русскую душу предлагают публике в театре Джалиля. В рамках международного музыкального фестиваля там показали два шедевра русского искусства – пушкинского Евгения Онегина и чеховскую Анюту. Маргарита Петрова увидела выступление именитых артистов и пообщалась с известным дирижером Михаилом Плетневым. Любить и страдать на фестивальном Онегине приехали те же артисты, что и в день премьеры. Сдержанный, слегка усталый Франк Евгений – это солист Мариинки Владимир Мороз. В роли Татьяны – москвичка Амалия Гогишвили. Но, пожалуй, больше всех оваций досталось ее сценическому супругу Гремину. Его партию исполнил казанец Большого театра Михаил Казаков. Во время и после спектакля публика ладони не жалела. Благодарила и за редкую возможность услышать оркестр под управлением одного из лучших маэстро мира. Каждый полутон звучал строго по Чайковскому. Спектакль получился чувственный, искренний и абсолютно классический. Таким было условие дирижера. Так и должно быть. То, что это безобразие творится во всем мире, когда какие-то жулики ставят спектакли, где ничего похожего нет на то, что хотел автор, многим это уже осточертело. Люди хотят действительно прийти, послушать на то, что написано, а не смотреть какой-то дребедень под музыку великого композитора. Михаил Плетнев нежно рассказывал о Казани, где вырос, подметил, как она изменилась всего за год. Говорил, что фестивали – это отличная возможность сконцентрировать внимание на чем-то одном. Полное интервью мы покажем в субботних новостях. Тем временем пушкинского Онегина сменила на форуме чеховская Анюта. Один из самых трогательных балетных спектаклей воплотили солисты Большого театра. В роли Модеста – харизматичный обладатель космического таланта Геннадий Янин. И это не последний подарок фестиваля. Маргарита Петрова, Александр Мальцев, ТНВ, Казань.